Друзья, всем привет! Рад вас очень видеть. Спасибо вам большое за то, как вы откликнулись на мою просьбу о сборе средств на квадрокоптер. Я был очень приятно удивлен этому. На данный момент, буквально с прошлого видео, то есть как вышло прошлое видео, предыдущее, собрано средств уже 30 тысяч рублей. Вы можете себе представить? Это только, не знаю, практически за 2 дня. 2 человека пожелали остаться неизвестными, которые, значит, грубо говоря, пожертвовали один 10 тысяч, другой 5 тысяч, и они остались неизвестными. Представляете? Все деньги, все пожертвования пойдут исключительно только на этот девайс. На продукты, ребята, и на жизнь мне хватает с моей работы. Так что, я не знаю, спасибо вам огромное. Вот, это видео сейчас, на данном случае, в данный момент, оно чуть-чуть опережает события, которые будут дальше в этом ролике. Всем спасибо, не отключайтесь. Друзья, рейс на Владик, потом на Якутск погрузка. Это я с Якутии шел, дома остановился на, можно сказать, сутки. Даже чуть больше получается. Приехал грузиться. А это что у тебя? Это камера. А что вот это вручную будет до конца, до потолка, да? Что, типа канал на ютубе свой? Ну, если хочешь, посмотри. Как называется? Дальнобой 27. Серьезно, что ли, да? Да. Сейчас снимаете? Сейчас, да. Ну Всем там, подписчикам привет, всем привет. С Хабаровска. друзья, вы даже знаете, наверное, кто такие творческие люди, да? Наверное, я все-таки больше отношусь, наверное, к творческим людям, чем к работяге, трудоголику. Это обозначает, что я не могу делать одновременно или как, постоянно одну и ту же работу. То есть мне такое не нравится, мне не по кайфу, я не хочу это делать. К чему это все? Да к тому, что, ребята, начал я с панели. Но вот что-то не лежит душа у меня сейчас этим заниматься. Чуть попозже займусь. Вы же помните, что у меня не работали вот эти лампочки. Наверное, сейчас займусь-ка я ими. Потому что горит у меня одна звезда, грубо говоря, во лбу. Вот это центральная, а эти не работают. Все. Быстро закидали в течение часа. Ребятки, бикин, площадочка. Вуаля! Все огонечки горят. Сколько мне это стоило, извиняюсь. Труда, я не ожидал. Я думал, минут за 5 все сделаю. Понадобилось, ну не знаю, около часа, наверное, может больше даже, чтобы все сделать. Пришлось разбирать заднюю часть. Все, пора спать. Спасский цементный завод. Друзья, 6:30. Трогаюсь со Спасска. Это старая дорога на Владивосток. Бывший пост ГАИ. Не знаю, сейчас это уже ничего. Итак, поворот на Артем. Если прямо ехать, то в Артем не попадаем. Здесь мой любимый магазин есть, ПТК. Запчасти на Америку. Кого интересует в Артеме, где бы здесь поставить машинку, да? Многие люди стоят на дороге, но тут, видите, не очень правильно, но можно. Здесь есть места, а есть специализированная стоянка. Сейчас едем в сторону Артема с развязки. Вот магазин Азбука мебели. Вон автобус выезжает, микроавтобус. И туда поворот. И там большая парковка для грузовиков. Вон в те ворота, видите? Вон в те ворота. Там есть душ, туалет, все дела. 59 минут. В общем, надо позвонить и уточнить, как там, чего там. Сейчас позвоню. В принципе, я успел. Сейчас где-то слева заезжать надо. Короче,
Тут такой маневр, что подъехать на место разгрузки, заехать сюда надо было. Сейчас я буду сдавать в ворота туда, в ангар, а потом выезжать. В общем, целое дело. Что, выдвигаться будете сейчас? Ну, по-хорошему бы желательно. Здравствуйте. Ну, давайте. А чтобы туда выгрузиться, мне надо заехать сюда. А ты эту штуку положил, убирать не будешь? Ты ее зачем положил там? Нет. Ну вон ту, мне сейчас заезжать туда надо. Я же туда и заведу его. Понял. Заезжаем. Все. И ближе к утке прижимай. Ворот. Короче, подушки, чтобы не взорвались, спустил, значит, воздух в кране. Максимальное зависание. Держится чисто все на амортизаторах сейчас. Вот так вот. Пока я здесь, ну, грубо говоря, вот здесь подъезжал, чтобы сюда завернуть, остановился человек, подписчик Олег. Подарил мне 2 таких вот штуки. У него это личное производство. Доски для разделывания. Разделочные досочки. Одна такой формы, другая такой. Жене показал видео про эти досочки. Она говорит, мне обе нужны. Я говорю, мне тоже машину надо. Возьми, говорит, какую хочешь. Олег, спасибо тебе большое. Подписчик мой. Круто. В общем, я сейчас в Артеме еду во Владивосток на погрузку на улицу Василковую. Час пик кончился, машин мало. Заезжал в ПТК, ребят. В моем любимом магазине не было того, что мне нужно. А вон и низководный, господа. Вон он. Город Владивосток бурлит, друзья. Жизнь кипит, перевозки туда-сюда. Нам вот здесь сворачиваем на Снеговую. Ну что, ребятки, свернули к базе. Спасибо. Ребята, система такая. Значит, я на погрузке Владивосток. Вот ребята мне дали машину. Вот он. Спасибо большое Николаю. Вот, это ихняя хозяйка, грубо говоря, они на ней ездят. Я съездил в магазин, затарился продуктами. Съездил на снеговую пать во фреш-маркет. Так что до завтра, до утра, ребята. У меня продолжается погрузка во Владивостоке. Я тут решил разобрать пока инструменты. У меня есть время, не торопясь. Выяснилось, что у меня пустое колесо. Значит, ну и дело дошло до резины, соответственно, колодок там и того всего. Сейчас покажу. Жека привез колодки. Вот они. 2 я уже поставил на переднюю левую сторону. Я изнутри, с той стороны, видел, что колодки изношены. Мало того, что не изношены, выяснилось, что у нас потек сальник. Сальники есть, колодки есть. И пока снимал колесо, обнаружил вот здесь маленький такой гвоздик и небольшое шипение. Прямо сбоку, такой погнутый, прям вот так вот торчал.
Ну, соответственно, я тут недавно заходил в Самбери, купил. У меня не было вот этих всех штук. Но это дешевый вариант. Но вот здесь он в этом случае выдержал. Ничего не отломилось, ни ручки не сломались. И вроде как все получилось. Ничего сейчас не шипит. В общем, друзья, собрал. Сейчас буду ставить диск. Собирал гайки скопичные. Чем, как вы думаете? С зубилом. Других вариантов не было. Но сильно гайки не повредил. И думаю, что закрутил нормально. Значит, ключ на 96. Большая гайка. 8-гранный. И 82. Маленькая гайка 8-гранная. Эти ключи теперь я буду сейчас покупать в магазине. Потому что без такого инструмента ездить не, ну, как бы, не то, что категорически запрещается, но лучше, чтобы это было. Вчера я закончил заниматься тележкой. Все прошприцевал, смазал, колодки поставил, развел, колеса поменял, воздух накачал, все. Сегодня буду чем-нибудь заниматься еще. Вот такая штука ко мне полезет сейчас. Это что ты хочешь? Так что не игрался. А так он когда в группе играет, машина будет туда-сюда. Вот так. Вот это погнет тоненький. Через нее вот так. Смотри. Все плотно. Так, движуха началась, ребята. Чего только не грузят, такие будки, да? Следующий груз на колесах еще. Не войдет по высоте. Надо колеса снимать. Так, не пойдет. Главное, чтобы бочка не начала сейчас крутиться, иначе я не успею побежать. А это привидение. Камера снимает. Да, немножечко. Добрый? Да. Транслет, больной 27. Надо туда поворачивать. Как найти? На ютубе, наверное? И вообще я смотрю дальневойщика постоянно. Дальнобой 27, смотри. Называется канал. Что там, ребят? Стенка близкая, уперся, да? Да, нормально. Нормально? Смотри, если ее сюда от стенки отодвинуть чуть-чуть, буквально сантиметров 5, может 4, ее можно засунуть вглубже еще намного. Ты видишь? Мотор, чтобы не упирался. И сбоку мотор засунуть. Давай, давай еще. Полегкам толкни. Хорош-то. Хорош! Ребята, нахожусь в машине. У себя тут чаек, конфетки, кофеек, все такое. Значит, у меня немножко есть времени. Я себе его, так скажем, заставил найти на видео.
делал видео про прошлый якутский рейс. И сейчас тоже грузусь на Якутск. Друзья, я на снеговой паде. Солнышко. А теперь, ребятки, я приехал чуть ли не как гость. Согласитесь? Так, ребят, вчера сжег свой провод. Type-C сжег. Сегодня пошел купил другой 910 рублей проводочек. Не знаю, наверное, коробка рублей 300 стоит, наверное, я так думаю. Вот такой вот шнурочек. Продавец мне сказал, что уже 1,5 года таким пользуется и вроде ничего. Ну, надежда умирает последней. Type-C. Выглядит неплохо. 1,5 метра. Друзья, я загрузился. 10:40 утра. Документы получены. Все. Выдвигаюсь потихонечку на Якутск. Ребята, в этот раз на низководном погодка нелетная, как видите. Абсолютно нелетная. Не то чтобы шторм, но я бы сказал, птицы летают очень низко. Приехали сибирцы, ребятки. Сейчас еду, смотрю, стоит значок 3,5 метра. Высота. Ограничение по высоте. Нормально так. На федеральной дороге 3,5 метра. Кто придумал, непонятно. И висит какой-то проводочек. У меня уже 4. Просто так, на тягаче, без груза. Внимание, ребята! Полный вперед! А как же башни? Думаю об истребителях. Я займусь башней. Ар-2, стабилизатор не действует. Надо его перенастроить. Ребят, не поверите. Кончилась солярка. Вот в таком вот темном месте, друзья мои. Одеваюсь, иду перекачивать солярку по темному. Надо будет одеть жилетку. Так, ребятки, завел. Но только после того, когда фильтр залил уже. Хотя фильтр не был пустой. В правом баке у меня сейчас солярка есть, в левом нету. Тема такая. Получается, надо быстрее выравниваться и ехать на заправку. В колым баке было мало. Не знаю, литров может 50. Все, сейчас еду до заправки. Литров 100 плюс, ну, хватит. Скажу прикол, заезжаю, новостройка, поселок. Все, заправка горит, все, думаю, сейчас заеду, заправлюсь. Подъезжаю медленно, что там ничего не зацепить сверху, чтобы все было нормально. Подъехал, все, выходить, только дверь открывать. Чук, потух везде свет. Полностью. Ну, я так понял, что ловить нечего. Вот такая вот подстава была. Надеюсь, здесь не потухнет. Это хор. Ребят, здесь свет не потух. Здесь перерыв с 23 до 0. Еще 20 минут перекура. Вот такая тема. Это какая-то жесть. В общем, ребят, на свой страх и риск. Поеду-ка я в Переяславку. Не знаю, что там у меня как с соляркой. Но ждать не хочу. Надеюсь, все получится. По зеркалам даже ничего не видно. Что там происходит вообще? До Переяславки, ребята, дотянул. Интересно, что скажут мне здесь. Что там у них? Перерыв, не перерыв, непонятно. ДТ. Друзья, проверил палочки в баках. Ну, по 5 сантиметров где-то есть. Может, чуть меньше. В каждом баке. АЗС закрыта по техническим причинам, ребята. Вот так вот. Я не знаю, как это можно охарактеризовать, всю эту хероту. Что-то тут какой-то тяжелый урок начал меня преследовать. Я хотел домой пораньше. Не получается. Вот такая жесть, ребятки. Не знаю, осталось заехать до Корфы. Но если и там не будет, я не знаю. Ну что могу сказать, ребятки. Я еще еду последние метры. Машина заглохла. До Корфы осталось километров 10. Все. Солярка у меня кончилась.
Ночь на дворе, 12 часов ночи. До города еще 30 километров. В общем, здесь вот остановлюсь на обочинке. Хорошо, здесь широкая дорога. Вот он, новая развязка на Карфу. В общем, все. Приехал, друзья, домой. Я рано, получается, не попаду. Это называется прозевал бензин. Не вовремя. Друзья, это видео, вот это именно с этого момента. Это как раз после того момента, когда я делал трансляцию. И когда меня один из тех, кто увидел трансляцию на Карфе, где я был, подобрал, отвез с канистрами до машины. Мы заправились. Сейчас я еду на Карфу, дозаправлю, на всякий случай еще полтосик туда плюхну. Потому что я заправляться буду в городе, у меня там, ну, по своим этим каналам, грубо говоря, понимаете. В общем, не дотянул маленечко. Ну, в общем, все нормально. И супруга приехала. И, оказывается, трансляция полезная вещь. Вот так вот раз увидел человек и помог. Ладно, ребятки. Будет день и будет пища. Ночь на дворе. Уже, наверное, часа 2. Ребятки, что творится в Хабаровском крае? Подъезжаем в Хабаровск уже. Дождина. Хорошо, не такой дождь был, когда я эту трансляшку делал. Две лампы горят, ребята, все. Подошла. Четко. Как думаете, сколько времени? 5 утра. Только что смотрел. 4 часа 59 минут. Архаринский район. Сейчас будет домик у дороги. Продолжаем движуху. Спустились ребята вниз. Друзья, Новобурейский. Кафешечка, все дела, гостиница. В общем, пост проехал. Посплю-ка, наверное, пару-тройку часиков. 6 утра, друзья. Я думаю, не будет грехом до 9 поспать. Грехом. Привет. Привет. Я уже почти не спал. Да? А что ты, включай камеру. Как тебя зовут? Миха. Вова, очень приятно. Как у тебя канал? Я, может, и смотрел. Почти дальнобой. Почти дальнобой, который. Почти дальнобой? Да. Ну я на Марсе херачил с бочкой. Наверное, я, может, просматривал разочек. Ну, как бы я люблю американцев, смотрю вот Ну, такое. да.